Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Как пройдут для вас следующие 3 дня? Что ждет, что будет, что в жизни поменяется. Если тема интересна, присоединяйтесь. Настройтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и будем смотреть. Но перед тем, как мы начнем, я зажгу нашу свечу желаний. Кто впервые на моем канале, загадайте, пожалуйста, свою мечту, свое желание. Кто смотрит меня постоянно, просто повторите то, что вы загадывали ранее. Свеча почистит негатив и ускорит исполнение вашей мечты и вашего желания. Так, набираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, такие интенсивные у вас дни вышли, событийные. Скучать вам точно будет некогда. Ну, давайте начнем вот, пожалуй, с этого события. Здесь у меня вы, и у вас в руках такая огромная подкова. Знаете, вот прям либо найдете вы свой счастливый случай, либо это вам вот прям как неожиданность идет, да, неожиданное везение за ваши хорошие поступки и дела. Где-то вы отличились, что-то благородное, доброе. И вот знаете, либо для людей, либо для животных сделали. За это вас ждет вот такое огромное везение и невероятная удача. Вот это не просто так происходит. То есть за добро вам высшие добром платят. Ну, а кто-то прям найдет подкову, либо увидит подкову. И знаете, это вам сигнал, что вам сейчас крупно повезет. Да? Либо в течение суток вам очень крупно повезет. Прям смотрите, к вам притягивает. Видите, к вам. Нет вас, а к вам притягивается. Еще и с правой стороны. Ой, мои хорошие, если у вас есть какие-то сложные ситуации, сложные вопросы и дела, постарайтесь в эти 3 дня выбрать время, чтобы этим заняться. Поверьте, вам обязательно повезет, и сложное дело очень быстро либо успешно разрешится для вас. Так, с левой стороны. С левой стороны очень такая, знаете, горластая женщина. Ну, хабалка. Хабалка по-другому не скажешь. Это может быть соседка, это может быть свекровь, заловка, либо коллега, начальница на работе. Женщина открывает свой рот, и всем становится тошно. Вам предстоит, да, послушать эти крики, а кто из моих дорогих зрителей посмелее, возможно, даже как успокоить эту женщину, либо какие-то меры воздействия на нее оказать, да? Может быть, даже за кого-то заступиться. Ну, например, вы видите, как соседка напала, допустим, на ребенка, да, там вычитывает ребенка, говорит: ты тут шумишь, бегаешь туда-сюда. И вы к ней подходите и говорите: так, дамочка, звук убавляем, ребенка не трогаем. Либо на работе вы видите, ваша начальница вычитывает очень скромного сотрудника. Тоже подходите, заступаетесь. Но на вас она не будет нападать, не рискнет, нет, не рискнет. У вас такой взгляд суровый, а на вас нет, не рискнет. Она, знаете, выбирает себе послабее жертву. А против вас она только может плести интриги, да, либо за спиной там шушукаться, да, там посыльчики делать в вашу сторону, но в лицо побоится вам сказать. То есть как пресекаете вы агрессию вот этой ненормальной женщины. Так, в собственном доме. Вот будут моменты, когда будет казаться, что это проходной дом.
как-то очень много людей циркулирует, да, кто-то выходит, кто-то заходит. Возможно, у вас будут проводиться какие-то ремонтные работы. Возможно, нежданные гости. Возможно, кто-то экстренно, да, в аврале будет собираться в какую-то поездку. То есть как кипиш будет в доме. Но это и неплохо, да, вот циркуляция энергии — это хорошо на самом деле. Застои тут вам погоняет, и у вас энергетический запал пойдет, ну, неплохо. Так, если неожиданные гости, ну, вы хлебосольная хозяйка, вы всегда готовы встречать гостей. И даже если у вас ничего нет, вы человечек, так, который изобретательный, да, изобретательный, вы прям из пустоты можете прям целый стол накрыть. Кстати, вот вас будут за это хвалить. Либо вы для кого-то что-то будете готовить, угощать, либо кто-то будет вот вспоминать, да, в вашем присутствии, как он вкусно у вас кушал, да, либо чем-то таким вкусным, необычным вы угощали. Так, вам будет приятно, вам будет очень приятно, вам кажется, что никто не видит, не замечает, но на самом деле нет. Я вас сейчас удивлю, но о ваших способностях, о вашем гостеприимстве, о вашей хлебосольности, да, и таланте повара прям легенды ходят, да, правда, ходят легенды. Так, еще девчонки, либо мужчины, кто работает с клиентами, да, клиенты к вам приходят, либо вы выезжаете к клиентам. Смотрите, будет много-много-много заказов, но все какие-то, ну, такие средненькие, да, назовем их так. Замаетесь, особо, скажем так, заработка не будет супер-бупер, но тем не менее, вот большой человекопоток идет, но при этом заказы все какие-то, ну, средненькие, да. Вы не расстраивайтесь. И, пожалуйста, вот с каждым своим клиентом будьте максимально вежливы и обходительны. Вот этот человекопоток приведет к вам еще больше человекопоток. То есть о вас будут говорить, вас будут нахваливать. То есть какая-то прям реклама будет запущена. Ну вот про вас, о вас, именно как о мастере там, высшего уровня, суперпрофессионале. То есть 3 дня эти пройдут, и потом у вас вот именно шок. Много заказов, заказы выгодные, заказы денежные. Вы прям на расхват у меня идете, да? Но вот главное выдержать эти 3 дня и не расстраиваться, что хоть заказов и много, но они такие средненькие. Будьте учтивы, будьте вежливы, ну и, конечно же, делайте свою работу. Так, это все вам окупится. Так, для тех, кто работает с документами, с бумажками. Бумажки, документы, ну, либо вам по должности положено, либо вы именно в эти 3 дня будете работать с каким-то пакетом документов. Смотрите, потребуются какие-то дополнительные усилия, либо добор каких-то документов. Да, возможно, ну, допустим, если это ваша профессиональная обязанность, вам придется создавать какие-то документы дополнительные, там, ходить на подпись, что-то где-то сверять, сводить, да, выводить какие-то общие там, документы, балансы. Вот, если вы собираете пакет документов, да, возможно, придется обращаться в учреждение для того, чтобы добирать еще какие-то бумажечки. То есть у вас вот эта волокита именно идет, волокита, много бумаг, много внимания к этим бумагам, и еще придется что-то создавать, либо куда-то ходить, чтобы дополнить это, значит, эту стопку документов. Так, а кто у меня работает на производстве? Вот здесь, мои хорошие, внимание, внимание. Здесь могут быть травмы, вот производственные травмы, либо, ну вот, как там, станки, оборудование, да, с чем вы работаете, либо, в принципе, в производственном там, помещении могут быть травмы. Причем, знаете, я вижу, что вы профессионал, я вижу, что вы прям все это с закрытыми глазами можете сделать. Идут, ну, такие вот состояния, да, вот вялость, сонливость, может быть, там человек не выспался, либо наоборот, там, знаете, как подрасслабился. Смотрите, будьте начеку, вот прям в оба, я не знаю, кофеек, там что-нибудь
зеленый чай тоже много кофеина содержит, чтобы вы на работе всегда были бодрячком. Помните, что любой механизм, любая машина — это повышенная опасность. Вот в ближайшие 3 дня для вас повышенная опасность. Если ваш мужчина, сын, муж работает на производстве со сложными машинами, с механизмами, предупредите, скажите: вот что хочешь делай, вот спички в глаза вставляй, лещей себе давай, но чтоб ты прям на чеку был, да, прям в оба. Особенно вот мне не нравятся пальцы. Я не могу сказать, пальцы рук, либо пальцы ног. Может быть и так, и так. Прям такое четкое предупреждение вышло. Берегите, пожалуйста, себя и не надейтесь на авось. Это не этот случай. Так, дальше идем. Справа. Смотрите, у вас радуга над головой. Очень какое-то яркое событие произойдет, либо яркая эмоция. Связана она либо с подарком, да, вам кто-то подарок сделает, либо вы сами себе сделаете подарок. Да, может быть, что-то купите. Вот давно хотели, смотрели на эту вещь, там, либо, может быть, даже какое-то угощение. А тут пошли, взяли и купили. Сказали: гулять так гулять. Слушайте, ну прям масса удовольствия, масса позитива и радости. Ну а если кто-то вам подарит, ну, какой же вы счастливый человечек будете. Прям, знаете, пританцовывать начнете. Очень прекрасное событие. Прям, знаете, всю тоску, все там стрессовые моменты, все это как рукой снимет. Даже какие-то болевые ощущения тоже все рукой снимет. Так, если вы мама, и у вас есть взрослые дети, здесь ваши дети вас на что-то будут подбивать и уговаривать. На что-то хорошее, позитивное для вас. А вы почему-то такая говорите: ну нет, да не надо, да не хочу. Знаете, как немножко скромничаете, да, ломаетесь. Мои милые девочки, мужчины, да, папы, мамы, послушайте, ваши дети хотят сделать вам приятно. Позвольте вашим детям сделать вам приятно. Не надо отказываться, принимайте с благодарностью, либо соглашайтесь, да, без лишних условий, вопросов. Вот это будет хорошо, это будет полезно. Иначе здесь даже могут быть какие-то конфликтные моменты. Да? Но дети не понимают. Я там для мамы стараюсь, либо для папы стараюсь. Там, копил деньги, что-то приобретал, либо хочу приобрести. А вот мой родитель говорит мне: нет, не надо, нет. Вот. Ну, как бы да, не очень приятно, не очень красиво. Да, могут быть даже претензии к ваш адрес. Причем справедливые, если вы отказываетесь. Так, идем дальше. Работа. Кстати, кто-то будет брать больничный по уходу за ребенком, либо больничный по своему самочувствию. Очень похоже на простуду, такое состояние близкое к простудному. Я не могу сказать, что прям на 3 дня возьмете, либо там на неделю. Нет, может быть там, ну, день, ну, максимум 2. И то, знаете, как вас, скорее всего, ну вот на работе, да, принудят к этому, так и скажут: ты выглядишь больной, иди-ка на больничный. Либо, например, там ребенок посещает детсад, школу, и вот воспитатель, либо учитель, педагог, да, сообщит, что вот ребенок больной, да, ведите к врачу. Да, кому-то идет больничный. Вы знаете, с одной стороны, конечно, неприятно, когда болеешь, либо когда, не дай бог, ребенок болеет, но с другой стороны, вот этот больничный даст вам возможность отдохнуть. Понимаете, отдохнуть, восстановить свои силы. Это, и чтобы мозг у вас перестал кипеть, да, головушка холодной стала. То есть воспользуйтесь этой возможностью, вот прям, не знаю, отдыхайте, спите, просто расслабляйтесь. Воспользуйтесь, да, день либо 2 у вас будет. Так, еще мужчина, ваш мужчина, любимый мужчина, муж. Но тут что-то он тащит в дом. Я вот не могу понять, что. Цветок, не цветок. Какую-то вещь, не вещь. Не знаю, чем-то удивит. Что-то в дом притащит. Такое вот, знаете, непонятное. Тащит как герой, как добытчик тащит. Ваша реакция, она будет тоже вот какой-то неоднозначной. Вы будете смотреть на эту вещь, да, либо на этот предмет, и вот себя спрашивать: а что я должна сделать? Как мне правильно на это среагировать? С одной стороны, молодец, притащил домой, да, либо притащил вам. А с другой стороны, а что это такое? Да, либо что мне с этим делать?
Ой, ну тут дилемма, девочки, дилемма. Тут либо он что-то перепутал, то ли вещь действительно какая-то прям суперфункциональная, необычная, раритетная, а вы этого не понимаете. Ну, я думаю, разберетесь. Так, еще у мужчины ожидается прибыль. Прибыль, подработка, заработок, зарплата. Тащит в дом, причем он с этой зарплаты, возможно, что-то купит. Купит какую-то запрещеночку, девочки, да? То, что вы ему не разрешаете, либо разрешаете по праздникам. Ну, мужчина может себе купить пузырик, либо какую-нибудь там копченочку, да, ну что он там у вас любит, а вы ему не разрешаете кушать каждый день, да, принесет, вот, и чтобы вы не ругались, он вам, скорее всего, либо денежку даст, либо вам какую-то вкусняшечку купит, да, типа вот смотри, и тебе, и мне, да, давай посидим, побалдеем. Как-то вот, знаете, поступит так хитренько немножко, чтобы и вы не расстроились, ну и себе, чтобы, знаете, как ублажить. Так, еще у кого свекровь? Ну, свекровь такая вот по характеру диктатор. Смотрите, собралась к вам в дом с каким-то поучительным моментом, да, идет вас воспитывать. Ну, она, видно, любит вас воспитывать. У кого-то в открытой форме прям так тыкает, говорит, здесь неправильно, здесь плохо, там стирать не умеешь, готовишь ты плохо. А у кого-то свекровь такая вот прям педагог, которая начинает хитрыми такими заходами вас очень интеллигентно в чем-то обвинять, либо да, носом тыкать. Так что, мои хорошие, я вас предупредила. Момент прям какой-то неизбежно идет. Вот она уже, знаете, как ножи наточила и в вашем направлении двигается. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.